Доброе утро, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать вновь на телеканалах национальной вещательной компании «Саха». В студии у нас сейчас, когда мы работаем в прямом эфире, 7 часов утра. В повторе вы нас сможете увидеть в 8 часов утра на канале Якутия-24. И все эти 2 часа будем мы вместе с вами. Это Иван Луцкан и Катя Винокурова. Сегодня 18 декабря, и давайте ознакомимся со знаменательными датами и событиями этого дня. Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают работники органов ЗАГС. Данная аббревиатура, если кто не знает, расшифровывается как запись актов гражданского состояния. А вот еще интересный факт. По данным, каждый 35-й житель планеты является мигрантом. Число мигрантов во всем мире в последние годы возрастает. И в связи с этим, с целью защиты прав всех трудящихся мигрантов и членов их семьи, учрежден Международный день мигранта. Он отмечается сегодня, 18 декабря. Ну а по народному календарю наступил Савин день. На Руси в этот день умели определять погоду, не выходя из дома. Это можно было сделать по огню в печи. Если он красный, а поленья трещат, значит на дворе лютая стужа. Предсказывали в этот день и погоду на будущее. Если дым столбом, он предвещал мороз. Дым же без ветра предвещал снегопад. Ну вот на самом деле сегодня мороз трещит, и дрова, наверное, будут трещать, и дым будет столбом. В общем, все сегодня соответствует тому прогнозу погоды, да, который есть. Более подробно Катерина представит его, и есть очень важная информация для начальных классов. Сегодня в 6 часов утра температура воздуха в центральных улусах составила минус 43, минус 47 градусов. А днем ожидается до минус 30, минус 41. В Заречье утром минус 33, минус 50. Днем до минус 34, минус 40 градусов. В южных улусах утром минус 29, днем минус 26, минус 29. В Вилюйских улусах минус 31, минус 39 утром, днем минус 30, минус 34 градуса. В Нижнеленских минус 33, минус 35 утром, днем ожидается до минус 28, минус 32 градусов. В Западных минус 29, минус 35 утром, днем минус 26, минус 28. В Колымо-Индигирских минус 32, минус 37 утром, днем минус 30, минус 36 градусов. В Янских минус 35, минус 51 утром, днем минус 28, минус 37. В Северо-западных минус 29, минус 49 утром, днем минус 28, минус 38 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 45 градусов, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер слабый. Днем в городе Якутске ожидается минус 38, минус 40 градусов. Также отметим, что в 6 часов утра в районе Гемеин температура воздуха составила минус 41, в районе аэропорта минус 45 градусов. Ну и как следствие, в соответствии с приказом управления образования города Якутска, по наименьшей температуре в городе Якутске, это минус 45 градусов в районе аэропорта, отменяются занятия для 1-5 классов. Но еще следите за информацией, значит, это касается города Якутска и его пригородов. Жатай туда не входит, это отдельный муниципалитет. Хотим вам напомнить про наш WhatsApp номер, на который вы можете задавать интересующие вас вопросы нам и нашим гостям. Также мы принимаем ваши поздравления. 8 914 279 2262. Да, действительно, вчера у нас очень много было сообщений, связанных с вашими днями рождениями. Также были и новостные различные сообщения. Вот там в одном из сел Среднеколымского улуса состоялось очень интересное мероприятие. Поэтому делитесь всем интересным, то, что читаете, чем можно поделиться со всеми телезрителями. Ну а мы продолжаем. Горе не беда, если здоровье в порядке, если настрой душевный полон бодрости, а сердце
так же, как и в молодости, горячее и беспокойное. В этом году форум ветеранского движения провели под девизом «Здоровье». Медицинские работники провели школу здоровья, проконсультировали всех желающих, ну а сами участники поделились своими домашними секретами, как помочь программе «Старшее поколение» закрепить свои позиции. Село Алекминское. В этом году именно здесь решили организовать традиционный форум ветеранского движения. Тема более чем важная – здоровый образ жизни. Поэтому и кураторами определились Центральная районная больница. Возраст не причина для уныния, убеждены участники. Главное – жить полной жизнью и движение. Подвижные надо нам по старости лет. И этот бодро, чтобы каждое утро бодро проснуться, чтобы вот такое у нас, главное вот такое. Занимаемся скандинавской ходьбой. Все, вот, каждый день, утром, но иногда, если у кого времени нет, можно и вечером. Так идем, на реку идем, даже и не замечаем. Это очень хорошо помогает. Разумеется, не стоит забывать о том, что профилактика намного эффективнее, нежели лечение. Для этого и собрались. Вот эта цель у нас, это профилактическая цель, понимаете? Раз звучит профилактика, значит, мы туда, конечно, и острые респираторные заболевания, грипп и все прочее. Мы даже привезли свою медсестру, которая, она будет у нас против гриппа прививки делать. Кстати, не последнее место для сохранения здоровья и долголетия – правильное питание и дары природы. Та самая мокрица, тоже все применяют ее. Толоконянки, конечно, вот пихта, тяга, это все у нас имеется. Все пользуются, практически всю жизнь. Что растет на земле, почти все для нашей пользы, делится Мария Иннокентьевна. Я знаю, есть у нас полынь, который мы считаем очень злостным сорняком. А он называлась раньше как-то, по-якутски, трава от Бога, как бы данные, да? Но она имеет тоже очень полезный свой. Ну и общение. Без этого жить скучно, смеются участницы. Кстати, тема очень актуальная. В рамках национального проекта «Демография», в рамках программы «Старшее поколение» у нас в районе работа ведется. И мы сегодня реализуем свои планы по пропаганде здорового образа жизни. Сегодня будут с лекциями со школой здоровья на тематику профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, профилактика заболеваний вирусной инфекцией, профилактика социально значимыми заболеваниями. Будут выступать специалисты, проводить школу, и в то же время ветераны будут делиться своим опытом. Кто-то, возможно, улыбается. Бабушки, они такие. Но каждая из них – это чья-то мама или любимая бабуля, а ведь нам, их родным, так хочется, чтобы они как можно дольше были с нами рядом. Елена Фаст, Алекминск. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. С 15 по 17 декабря в ЕГСХ прошел форум студенческого самоуправления под названием «Академия лидера». Проект получил финансирование от Федерального агентства по делам молодежи по итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов. Программа форума включала в себя 4 направления. Это студенческие клубы, добровольчество, студенческие отряды и творческая молодежь. В первый день форума командой молодежного правительства была организована интеллектуальная игра «Росквиз», посвященная Дню Конституции. Интеллектуальная игра представляла собой несколько раундов, в каждом из которых нужно было отвечать на вопросы об истории принятия Конституции, культурном и историческом наследии регионов России. Среди участников игры были студенты, которые приехали учиться из других стран. Они отметили, что во время квиза смогли узнать много нового, интересного об истории России. В течение 3 дней в рамках форума прошли семинары и мастер-классы, презентации деятельности молодежных общественных организаций, творческие мероприятия, диалог на равных. С известными и успешными людьми в форуме приняло участие более 280 человек. Это студенты сельхозакадемии. По итогам форума было представлено более 20 проектов, лучшие из которых в 2020 году будут реализованы как раз на базе этого образовательного учреждения.
Несколько мгновений нас отделяют от гостей нашего эфира. А у нас в студии ожидается начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда России по Республике Саха-Якутия. Поэтому, если вы хотите задать свои вопросы, можете заранее отправлять на наш WhatsApp номер. Напоминаю, 8 914 279 2262. Ну а пока прослушаем свежие вакансии на сегодня. Так, требуется грузчик склада готовой продукции, физически крепкий, медосмотр, без вредных привычек, ответственный, заработная плата 30 тысяч рублей. Требуется администратор информационной безопасности, высшее профессиональное образование, обязательное знание программы 1С, обязательный предварительный медосмотр, без вредных привычек, заработная плата 29 тысяч рублей. Требуется заместитель начальника отдела, заместитель начальника правового отдела, наличие высшего профессионального образования, опыт работы на руководящей должности начальника хозяйственного обеспечения от 3 лет, отличное знание в области закупок. По 44-му федеральному закону обязанность давать сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Заработная плата 45 тысяч рублей. Спасибо, Кать, большое за вакансии. Если кого-то они заинтересовали, вы можете обращаться по адресу Петра Алексеева, 6/1. Это центр занятости населения города Якутска, потому что это всего лишь часть этих вакансий. По крайней мере, там еще есть огромный перечень этих вакансий, поэтому и на официальном сайте можно соответствующую информацию получить. А вот что приходит к нам на наш студийный WhatsApp номер. Нашу маленькую принцессу Юлишку поздравляем с 5-летием. Юлишка, с 5-летием. Желаем оставаться замечательной принцессой. Желаем, чтобы ты всегда была счастливой и веселой, чтобы каждый день был наполнен радостным настроением. С днем рождения, доченька, с пожеланиями мама и папа. И вот еще одно было поздравление. Нашу самую нашу самую любимую, самую красивую внучку, ученицу 4 класса Нюрбинской средней школы номер 1, Степанову Снежану, поздравляем с 10-летием. Желаем счастливого детства, успехов в учебе, крепкого здоровья. Пусть все мечты сбудутся. Мы тебя очень любим. Николаевы, Степановы, Федотовы из Нюрбы. И вот еще, кстати, пришло сообщение из Верхоянского района. Сегодня в городе Верхоянске минус 52. И мы об этом утром говорили. Соответственно, там тоже отменились занятия для учеников с 1 по 6 классы. Поэтому вот такая важная информация. То же самое касается учеников города Якутска с 1 по 5 класс, потому что температура в районе аэропорта составила минус 45 градусов на 6 часов утра. И в соответствии с приказом управления образования по городу Якутску именно эту температуру мы берем за основу. И еще есть у нас день рождения у нашего коллеги. Да, у нашего замечательного коллеги, нашего друга Алексея Лукина. Вы знаете его как ведущего якутского блока, отличный редактор, журналист. Алексей, мы тебя искренне поздравляем, желаем тебе творческого полета, энергии. Всегда оставайся таким же добрым, активным, общительным. В общем, сегодня все поздравления от нас для тебя. Катя аж волнуется, потому что действительно Алексей хороший, замечательный человек, и это все связано с тем, что он естественно-научного направления. Он же биолог по образованию. Вот все медики, биологи, они добрые. А мы продолжаем. У нас в эфире гость. Это Сардана Есмин-Ефимова, начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда России по Республике Саха-Якутия. Мы будем говорить о социальных выплатах, в том числе о материнском семейном проекте. И вот первый же вопрос: как работает эта федеральная программа в Якутии, что она вообще из себя представляет? Доброе утро. Государственная программа материнского семейного капитала работает уже с 2007 года. И, скажем так, за эти 13 лет по состоянию на 1 декабря обратились в наши территориальные органы 87,5 тысяч граждан за получением сертификата.
после рассмотрения этих заявлений на эту же как бы отчетную дату, да, вручено 86 387 государственных сертификатов на материнский семейный капитал. Я бы еще хотела сказать, что вот право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей в виде материнского капитала, имеют изначально женщины, которые родили вторых, третьих или последующих детей в период с 1 января 2007 по 31 декабря 2021 года. Ну, в соответствии с законом, средства материнского семейного капитала можно использовать на улучшение жилищных условий, на получение образования ребенком детьми, на формирование накопительной пенсии мамочки. Также с 2016 года у нас появилось направление на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. И, как вы уже знаете, с 2018 года у нас из средств материнского семейного капитала выплачивается ежемесячная выплата. Ну вот вы как раз затронули вопрос, сколько у нас было получателей. 87 тысяч, по-моему, было с небольшим заявлением, но получателей было 86 тысяч, то есть меньше, ну где-то на 1000, может быть. А вот каковы основные причины отказа? Где там, возможно, какие-то документы не донесли? Вот, и как Нет, ну я бы не сказала, что вот мы 1000 людей как бы отказали, потому что некоторые заявления, они были поданы в конце месяца, ну как бы отчетного периода, и, соответственно, они находятся на рассмотрении. Но отказывают в основных, ну, как бы основная причина – это отсутствие права на дополнительные меры государственной поддержки. Также, если человек повторно обратился, потому что мера предоставляется один раз. Ну, вот основные причины. Один раз на какого ребенка? На второго? Или, может быть, если второго не Нет, воспользовались, на третьего, допустим, на первого? Вот как? Нет, ребенок должен быть рожден именно вот в период, который вот я сказала, с 2007 года по 2021 год. Тогда вот возникает право на дополнительные меры господдержки. И ребенок должен быть вторым или третьим, или вот последующим. Угу. А могут ли обращаться только мамы или папы тоже имеют право? Изначально так вот, право возникает у женщины, и в случае ее смерти или же лишения ее родительских прав в отношении ребенка, который дал право на сертификат, или совершение преступления, право переходит к отцу или к детям. Что касается ежемесячных выплат, Ну, сколько семей получают? вот, ежемесячные выплаты, это как бы выплачиваются с 2018 года, как я говорила, да, и это направление приобретает более такую популярность, потому что если в прошлом году за данной выплатой обратились всего лишь 230 человек, то в этом году они увеличились почти что в 2 раза, и сейчас на данный момент выплачивается 800 мамочкам. Ну и размер ежемесячной выплаты составляет на 2019 год 16 906 рублей. Это прожиточный минимум, установленный для ребенка. Но я хотела бы еще сразу сказать, кто имеет право на ежемесячные выплаты. Это вот семьи с низкими доходами. Если среднедушевой доход семьи составляет меньше полуторакратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, для трудоспособных граждан, установленный за 2-й квартал предшествующего году обращения. А вот сразу... если родился в семье 2-й ребенок. А вот вы сказали, да, вот по семьям, которые получают материнский капитал, а вот перечислили основные виды, на что берут, а вот самое популярное... Ну, самое востребованное, скажем, такое направление, так же, как и по всей России, это является улучшение жилищных условий. Почти что 90% распорядившихся средствами материнского капитала направляют
свои средства именно на улучшение жилищных условий. Может ли человек сразу воспользоваться материнским капиталом после рождения второго, ну и последующих детей вот на жилищные условия? Или какой-то Или должен требуется пройти? какое-то время? Нет, у нас есть ограничения, то есть ребенку должно исполниться 3 года. Но есть направления, на которые можно направить сразу после получения сертификата. Это погашение кредитов, полученных на приобретение жилого помещения, на первоначальный взнос для получения также кредитов, на социальную адаптацию детей-инвалидов. И также с 2018 года можно направить на дошкольное образование детей. Это весь список, да? Да, это вот Того, весь как список. использовать. А вот документы как надо подавать? Необходимо, можно ли как-то через госуслуги подать? Или обязательно надо посетить отделение? Ну, для того, чтобы получить сертификат или распорядиться средствами материнского капитала, можно обратиться в территориальные органы как непосредственно, также через многофункциональные центры предоставления государственных услуг. И можно подать в электронном виде через портал государственных услуг и из личного кабинета на сайте пенсионного фонда. А вот по поводу рассмотрения заявления, какие сроки в среднем, чтобы дать положительный или отрицательный ответ для заявителя? Ну, на выдачу сертификата у нас законом установлен 15-дневный срок. Но если там не будет хватать сведений, то есть не своевременно поступят ответы на наши запросы от компетентных органов, то, соответственно, срок переносится, но не может быть позднее, решение не может быть вынесено позднее месячного срока с даты подачи заявления. А заявления о распоряжении средствами материнского капитала, они рассматриваются в месячный срок. Вот кроме вот этих выплат, да, основных, вот материнский капитал, выплаты по рождению ребенка, какие еще есть социальные выплаты, которыми занимается непосредственно пенсионный фонд? Ну, наш отдел социальных выплат, он занимается осуществлением ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан. Это вот наши ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, ветераны боевых действий и граждане, которые вот подверглись техногенным, радиационным Катастрофам катастрофам, да. различным. А вот, допустим, иногда люди задают вопросы, можно ли получать соответствующую выплату по доверенности, допустим, когда сам человек не может подойти в пенсионный фонд, и чтобы родственники каким-то образом оформили эту выплату, чтобы она перечислялась непосредственно человеку, или необходимое заявление от самого гражданина? Ну, можно и через доверенные лица обратиться за получением, за предоставлением государственной услуги. Это по всем государственным услугам, которые оказывает наш пенсионный фонд. Вы еще что-то хотели А добавить? я еще хотела добавить по изменениям по материнскому капиталу. У нас же 5 лет размер не индексировался и составлял 453 026 рублей, а с 1 января в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 2020 год размер материнского семейного капитала установлен, будет составлять 466 617 рублей. Это уже с учетом индексации. И да, и если человек ранее распорядился средствами материнского капитала, и у него имеется остаток, то эта сумма будет проиндексирована на 3%. То есть можно не полностью использовать материнский Да, капитал? материнский капитал можно не обязательно полностью распорядиться, и можно частями направлять по направлениям, по которым я сказала, можно использовать. Ну, давайте напомним зрителям, да, куда необходимо обращаться и какой пакет документов с собой иметь. Для получения выплаты и материнского. Для получения выплаты, как я уже ранее сказала, можно обратиться непосредственно в управление пенсионного фонда в районах непосредственно, либо через филиалы многофункционального центра, или же электронно.
Спасибо большое, Светлана Семеновна, что подошли к нам в студию. У нас в студии была начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда России по Республике Саха-Якутия Светлана Ефимова. И мы как раз говорили о социальных выплатах и в первую очередь затрагивали материнский семейный капитал, который с следующего года будет проиндексирован и величина его будет увеличена. Спасибо большое. Спасибо, и с наступающим вас Новым годом. Удачного дня. Ну а мы хотим напомнить, что сегодня активированный день объявлен для всех учащихся с 1 по 5 классы. Да, дети не учатся, родители кто-то радуется, кто-то огорчается, потому что период контрольных работ, дети могут что-то не досдать, не успеть, возможно, будут потом приглашаться на дополнительные занятия. Но, тем не менее, факт температуры в аэропорту города Якутска минус 45 градусов указывает именно на это. Поэтому якутские пригороды, за исключением Жатая, подпадают под эту зону, и там объявлен активированный день. Ну а мы продолжаем. У нас сюжет с выставки. Эти потрясающие работы, которые вы видите перед собой, написали люди самых разных профессий. Выставка «Души прекрасные порывы» объединила тех, кто любит и просто обожает живопись. Это событие дает возможность почувствовать себя настоящими художниками. Наверное, каждый когда-то в детстве мечтал о чем-то подобном. И для учеников заслуженного художника Российской Федерации Юрия Спиридонова маленькое желание стало реальностью. Моя задача, конечно, не сделать из них именно профессиональных художников, понимаете ли? Это они раскрывают свою, так сказать, нереализованные возможности. Вот люди учатся где-то в другой профессии, да, они все же свою любовь вот, к живописи, к рисунку не оставляют. Хотят вот такой возможности, но возможности нету. И вот мы начали потихонечку, там, вначале несколько людей было, потом друг друга уже узнали, и они вот раскрывают. Притом, когда человек живописью занимается, он как бы это как медитация, понимаете, он забывает все проблемы. Все проблемы, и почему интересно, я еще говорю, художники, долгожители, многие художники, потому что они занимаются именно любимым делом. И у них вот проблемы и стресс исчезают, когда уже пишут. Например, эту картину создала Ольга Федорова, инженер-строитель, а эту Октябрина Спиридонова, физик. А здесь мы видим почерк Жанны Слепцовой, которая является по специальности адвокатом. Она с детства любила ходить в художественные музеи и рада, что ее мечта осуществилась. Эмоциональная составляющая является здесь главным. Хотя, конечно, можно было сказать, что это выставка стимул для дальнейших замыслов, работ, да, но на самом деле это атмосфера, это вот эмоции и какая-то уникальность вот именно в том, что мы люди других профессий и как мы видим вот картину мира, не будучи профессиональными художниками. Потому что если бы эта выставка была художников, там были бы другие критерии оценки, там бы, наверное, рассматривалось мастерство и так далее. А у нас этого нет, у нас есть только передача своего настроения. Галерея «Юргель» ждет всех желающих на выставку под названием «Души прекрасные порывы». Талант есть у каждого, просто иногда к нему нужно прислушаться и немножечко ему помочь. Не забывайте о своих мечтах. А мы продолжаем наш эфир. Катя. Вот так здорово, что каждый из нас сегодня может нарисовать картину и принять участие в настоящей выставке. Да, мы хотим напомнить, что вот такие замечательные хрысхальчики можно купить непосредственно у нас в здании НВК Саха по адресу Орджоникидзе 48. Это нужно сделать не только для того, чтобы украсить, допустим, свой холодильник, но и чтобы 31 декабря принять участие в розыгрыше призов, которые пройдут в рамках новогоднего вечера на канале НВК Саха. 2 Hyundai Solaris, ружья, там 11-е айфоны, трактор и многое-многое другое. Ну а далее у нас реклама. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. У нас на очереди свежий информационный блок, после чего мы продолжим знакомить вас с полезной утренней информацией. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
Здравствуйте! В прямом эфире новости. В студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня. Средняя стоимость добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций в 2020 году по предварительным расчетам составит 430 рублей в год. Такие данные озвучил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. Страховая сумма по этому виду составит от 300 до 500 тысяч рублей при условии защиты жилья только от чрезвычайных ситуаций без бытовых рисков. При средней цене недвижимости в 2 миллиона рублей полис будет стоить в среднем 430 рублей в год, то есть меньше 40 рублей в месяц, уточнил Юргенс. И добавил, что цена страховки будет больше в тех регионах, где опасность ЧС выше. Между тем, в ближайшие 3 года правительство страны поможет регионам для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма для этих целей около 23 миллиардов рублей. Сегодня в России более 270 тысяч сирот, нуждающихся в собственном жилье, и стоят в очереди на него. Из них почти 186 тысяч человек в возрасте 18 лет и старше. По закону государство должно предоставлять им благоустроенные квартиры. Однако ждать собственного угла приходится в среднем от 3 до 5 лет, в отдельных регионах до 9. Ситуация, мягко говоря, далеко от идеальной, констатировал премьер-министр Дмитрий Медведев, собрав во вторник специальное совещание. Предоставление жилья сиротам – это прежде всего обязательство регионов, напомнил глава правительства. Глава Якутии А.С.Н. Николаев с рабочим визитом посетил Оленёкский и Венкийский национальный район. Цель поездки – обсуждение вопросов социально-экономического развития Улуса. Руководитель региона провел в районном центре совещание о создании территории комфортного проживания в арктической зоне Якутии. При этом А.С.Н. Николаев подчеркнул, что именно Оленёкский район может стать примером правильного подхода в решении этого вопроса. В Арктике у нас есть ряд таких специфических вопросов, которые обязательно нужно решать с учетом природно-климатических условий в этой зоне, с учетом требований, которые предъявляются к эксплуатации тех или иных технологий и, конечно, с учетом повышения энергоэффективности технологий здесь на северных наших территориях. В этой части я считаю, что Оленёкский район может служить одним из примеров правильного подхода к этому вопросу. Сегодня в одной из крупнейших российских компаний архитектурных бюро «Осадов и партнеры» заказан мастер-план села Оленёк, на основе которого, я уверен, уже наши архитекторы будут планировать дальнейшее развитие поселка, ну и, конечно же, строительство тех или иных проектов, тех или иных общественных пространств. В ходе рабочей поездки глава Якутии также побывал в гостях у ветерана тыла и труда, обладателя республиканской номинации «Бастын-ага» Николая Ивановича Николаева. Сейчас заслуженному работнику сельского хозяйства 91 год. Он начал свою трудовую деятельность в далеком 1948 году в должности счетовода колхоза. Николай Иванович внес огромный вклад в развитие охотничьего хозяйства Оленёкского района. В настоящее время он является главой одной из передовых родовых общин, успешно выполняющих производственные задания по заготовке мяса и добычи пушнины. А.С.Н. Николаев поздравил ветерана и его семью с наступающим Новым годом и пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия. 8 коротких рабочих недель ожидают россиян в следующем году. Связано это в первую очередь с праздниками. Первая после новогодних каникул рабочая неделя будет двухдневной – 9 и 10 января. Затем сокращенная неделя придется на февраль, когда в связи с празднованием Дня защитника Отечества граждане будут трудиться 4 дня с 25 по 28 февраля. Международный женский день в 2020 году приходится на воскресенье, поэтому нерабочим днем станет понедельник, 9 марта. Также на день меньше придется трудиться в последнюю неделю апреля из-за празднования Дня весны и труда. Еще одна укороченная неделя ждет россиян в июне благодаря празднованию Дня России. И, наконец, сокращенная неделя будет в ноябре. День народного единства придется на среду, разбив пятидневку на 2 части. Спасибо большое, Андрей. Спасибо, коллеги с информационной службы канала Якутия-24. А мы продолжаем. У нас в студии гость. Это Яна Угарова, исполнительный директор общественной премии «Якутянин года», и Нургулана Попова, лауреат общественной премии «Якутянин года» 2018 года. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, в который раз проводится, да, немножко вот истории премии «Якутянин года». Хорошо. Ну, вообще, история общественной премии «Якутянин года» берет начало в конце нулевых, когда вот по инициативе Арсена Томского, основателя компании «Саха Интернет»,
Он начал проводиться на республиканском уровне, проводился где-то раз 5, скажем так, да. И в прошлом году решено было возродить эту премию на городском уровне. Вот. И в этом году общественная премия «Якутянин года Якутск» будет проводиться второй раз в этом формате. Что интересного нас ожидает? Какой-то, может, формат будет? Ну, в общем, на самом деле формат такой же, как в прошлом году. Единственное, что сроки немножко изменились, да, и с 1 декабря по 20, я вот обращаю внимание телезрителей, да, с 1 по 20 декабря идет активное выдвижение. Вот. На сегодняшний момент порядка 50 есть у нас выдвинутых на эту премию. Вот. И заявки можно подавать на электронную почту. И вот важный такой момент: в окружной администрации города Якутска на первом этаже стоит такая коробочка, написано «Якутянин года», и туда тоже можно положить свою заявку с именем человека и обязательно обоснование, вот за что вы его выдвигаете. Это в свободной форме можно написать? Да, но это можно достаточно... Вот если человек известный, да, то вообще свободная форма. Но если человек, вот, ну, как бы, ну, скажем, широко известный в узких кругах, да, тогда надо написать обоснование, какой существенный вклад в развитие города он внес, или внес его кандидат. А вот как раз-таки кто может принимать участие в конкурсе, в премии? А тут очень важно, что это должны быть жители города Якутска, постоянно проживающие в городе, но в качестве исключения допускаются люди, которые не живут в Якутске, но внесли значительный вклад в его развитие. А кто будет определять по итогам победителя? Какая-то оценочная комиссия, или это будет все-таки интернет-голосование, или же это будет какое-то онлайн-голосование прямо там, во время самой церемонии? Ну, в общем, сейчас я все это объясню. Значит, до 20 декабря у нас выдвижение. А после 20 декабря собирается оргкомитет и решает судьбу номинантов. То есть выбирается 21 номинант, за которых с 1 по 15 января люди, жители нашей республики, смогут проголосовать на портале ekt.ru. И после голосования будет опять заседание оргкомитета. И, значит, голоса распределяются следующим образом. 50% решает народ, 50% оргкомитет. И лауреатами становятся те, кто набрал наибольшее количество, скажем, общих голосов. И 24 января во Дворце детского творчества будет награждение лауреатов и обладателя гран-при. Всего их будет 7 человек. Всего 7, да? Да. А просто номинанты, они что-то получат, какой-то, ну, то, что обязательно, что сертификат о том, что они номинанты. И я просто хочу сказать о том, что даже вот номинироваться на эту премию, я считаю, это большая честь. А 7 человек, это именно вот из разных областей или каким образом? Значит, в положении, которое можно посмотреть на сайте yakutsk.rf, да, там определены направления, по которым вот, можно подавать заявки. Но эти как бы, направления не являются обязательными. Это как вот, ну, векторы, там, скажем, что по такой-то теме. Они называются номинациями, то есть это можно посмотреть. Ну, как бы, можно сказать, что в прошлом году у нас была «Сила духа», там, «Доброе сердце», активный бизнес был в прошлом году, в этом году это называется позитивное предпринимательство. В общем, имеет смысл посмотреть положение, а вообще вот выдвигать тех, кого вы считаете достойными называться якутянином года. Ну вот как раз Ниргуяна, она была номинирована в прошлом году. На какую номинацию тебя номинировали? Ниргуяна была не только номинирована, она стала лауреатом. Да. Вот само номинирование было очень неожиданным. Меня выдвинули от общественной организации «Движение без барьеров». И попасть вот в число самих номинантов было очень уже ответственно, так как оценивается твоя уже работа, общественная деятельность. Да? И когда вот уже назвали лауреатом, то это было очень неожиданно, ответственно, попасть в число лауреатов с такими, можно сказать, высокими людьми, да, которые, ну, и возрастом старше, и общественная деятельность у них такая уже мощная, да, и как бы у меня только начиналась общественная деятельность, уже активная, да, и, конечно же, мотивирует,
чтобы и дальше продвигать свою работу, свою деятельность. И то, что эта работа, которую ты делаешь, нужна людям, народу, городу. Но после Якутянина года изменилась ли твоя жизнь? Скорее изменилось мое отношение к моей деятельности. Я также в этом году стала председателем организации «Движение без барьеров». И уже так как понимаю, что твоя работа уже оценивается, да, и больше упора делаешь на результативность. И в этом году мы провели очень много работы и также провели впервые на Дальнем Востоке чемпионат по гипоатлетике. Это мое самое большое достижение в этом году. Вот, это соревнование людей с протезами. А соревнования по каким видам? Спорт был или что-то другое? Прохождение трассы специализированной людей с протезами. Вот, с протезами ног, с протезами рук. И вообще в мире это только-только развивается. Впервые такие соревнования прошли в 2016 году в мире. И вот уже мы в Якутии провели, и, можем сказать, даже неплохо провели. Это было очень круто вообще просто. Вот. И в этом году мы хотим уже дальневосточный сделать, чтобы из других регионов тоже к нам приехали. И мы в этом году при нашей организации открыли молодежный клуб для людей с инвалидностью и уже привлекаем молодых людей в нашу общественную деятельность. А вот общаетесь между собой как-то вот лауреаты прошлого года? Может, что-то совместное делаете? Да, общаемся, и уже когда нам нужна какая-либо помощь, мы друг к другу обращаемся. И приятно, когда и в твоем окружении есть такие люди. Спасибо большое, что подошли к нам в студию. Хочется пожелать Нургане успеха в ее общественной деятельности, чтобы те планы, которые она задумала, состоялись. Но тебе, чтобы премия «Якутянин года 2019» состоялась на высоком уровне, чтобы номинантов было огромное количество, и выбор у горожан был точно такой же, и само мероприятие прошло просто на ура. Спасибо. Выдвигайте, пожалуйста, до 20 декабря. Да, призываем телезрителей. Спасибо вам за участие. Отличного дня. Ну а у нас небольшая пауза. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Доброе утро. Добро пожаловать в новый день, среда. 18 декабря на календаре. Давайте ознакомимся со свежим прогнозом погоды на день сегодняшний. Итак, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 43, минус 47 градусов. Днем ожидается до минус 30, минус 41. Заречье утром минус 33, минус 50, днем минус 34, минус 40 градусов. В южных минус 29 утром, днем минус 26, минус 29. В Вилюйских Улусах минус 31, минус 39 утром, днем минус 30, минус 34. В Нижнеленских минус 33, минус 35 утром, днем до минус 28, минус 32 градусов. В западных Улусах минус 29, минус 35 утром, днем минус 26, минус 28. В Колымо-Идигирских минус 32, минус 37 утром, днем минус 30, минус 36 градусов. В Янских Улусах минус 35, минус 51 утром, днем минус 28, минус 37. В северо-западных минус 29, минус 49 утром, днем минус 28, минус 38 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 45 градусов. В районе Гемиин минус 41, в районе аэропорта минус 45 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем в городе Якутске ожидается минус 38, минус 40 градусов. Да, в соответствии с приказом Управления образования города Якутска мы берем температуру воздуха по самой наименьшей, то есть это минус 45 градусов, которая сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, наблюдалась в районе аэропорта. В связи с этим активный день для учащихся 1-5 класса. Но в течение дня вдруг будут изменения, поэтому следите за новостями на официальных сайтах.
Ну а к концу года идут итоговые мероприятия по всем направлениям. Республика в этом году имеет хорошие успехи в спорте. Одним из ведущих спортсменов, стабильно приносящий в нашу копилку медали высшей пробы, является Вадим Колтовской, мастер спорта международного класса по кикбоксингу. Тему продолжит наш коллега Максим Гоголев. В этом уходящем году Якутия отмечает много побед, и наши спортсмены много где отличились. Сегодня мы встретились с одним из выдающихся сыновей нашей республики, мастером международного класса Вадимом Колтовским, который в этом году стал двукратным чемпионом России по кикбоксингу. В этом году я участвовал сначала, это было весной, чемпионат России по кикбоксингу в разделе лоу-кик. Там я стал первым чемпионом. Но эта Россия для меня была самой такой сильной, можно сказать, потому что там соперники были очень непростые. Самый сильный соперник был в весовой категории 57, в котором я участвовал. Это спортсмен из Тувы Сергей Кожак. Он является заслуженным мастером спорта, трехкратным чемпионом мира, чемпионом России, семикратным. Вот с ним я боксировал в финале и, можно сказать, убедительно выиграл. И последующее я получил путевку на чемпионат мира в этом году, который проходил в Боснии и Герцеговине в городе Сараево. С самого начала, скажем, подготовка вообще была, по сути, очень упорной. Вообще, все идеально шло, но получилось то, что получилось. Это меня, наоборот, еще больше смотивировало, этот проигрыш, поскольку там были соперники, которых я действительно мог выиграть, но не получилось. И это меня, ну, скажем, взбесило. Я еще буду, упорнее буду тренироваться дальше. И, скорее всего, успокоюсь, когда возьму чемпионат мира. В спорте, как и в жизни, взлеты и падения. Спортсмен восходит на пьедестал почета, а иной раз выбывает из гонки. Что хочется отметить, наши спортсмены, проиграв, не отпускают руки, а еще упорнее начинают работать над собой, чтобы достигнуть еще больших высот. В любительском кикбоксинге Россия считается одной из самых сильных стран. На данный момент у него титулы чемпиона Европы, обладателя Кубка мира, и является первым номером сборной команды России в своем весе. В следующем году, как по календарному плану, чемпионат Дальнего Востока, потом чемпионат России, и в следующем году чемпионат Европы будет. У нас вот чемпионат Европы и чемпионат мира чередуются. Еще раз поздравим Вадима и его тренера Андрея Васильевича с золотой медалью России. Пожелаем успехов в будущих боях, еще больших побед, еще больших дальнейших достижений. Мы не просто так выступаем на эти соревнования. В первую очередь это все для республики, можно сказать. Я горжусь, что именно отсюда, из республики, я выступаю. Ну, есть чувство гордости. Наши спортсмены ставят свою родину превыше всего. Ведь что такое родина? Это место, где ты родился, вырос, где живут твои родные, твоя земля, твое небо. Максим Гоголев, Илья Жараев. Новый день. Лучший спортсмен по адаптивным видам спорта. Степанида Артахинова. Стрельба из лука. Владимир Балынец. Пауэрлифтинг. Сергей Николаев. Вольная борьба. Голосуй за лучшего спортсмена. Отправь указанный код на номер 4647. Гранд-финал чемпиона Якутии. Доброе утро. Мы продолжаем спортивную тему. У нас в студии одна из номинантов на эту премию. Это Степанида Артахинова. Перечислять огромное количество тех титулов, которые есть у Степаниды, у нас займет, наверное, пол-эфира. Поэтому, Степанида, ты просто молодец, чемпионка. И Спасибо. Первый же вопрос. Была ли удивлена выдвижению на номинацию по адаптивным видам спорта? Всем доброе утро. Конечно, я была очень удивлена, и это приятная новость. И что-то новое, потому что у нас проходили бал чемпионов каждый год, да, в спортивном комплексе «Триумф», а сейчас вот Гран-при. С чего начался твой путь в спортивную карьеру? Когда я закончила школу, я поступила в Москву на юридический факультет, и там случайно увидела, что идет набор на секцию стрельбы из лука, и начала заниматься.
В Москве? В Москве, да. То есть сколько лет уже ты Я профессионально уже больше 10 лет стреляю. Что самое главное, наверное, вот в стрельбе из лука? Это меткость, я не знаю, Желание. там, сосредоточиться, может быть, как-то. Желание больше всего. Нужно захотеть, ставить какие-то цели и добиваться их. Конечно же, тоже сосредоточенность очень влияет. Нужна ли какая-то определенная спортивная подготовка или большей частью тут именно сам настрой больше влияет? Конечно же, нужна. Мы начинаем все из легких луков и потом потихонечку добавляем и нагрузку. И нужен настрел. Нужно каждый день очень много стрелять, чтобы на соревнованиях уже была какая-то мышечная память и делать все на автомате. А чем так привлек данный вид спорта? Вот тренер как-то хорошо заинтересовал, не знаю, чем? Я, как говорила, уже пришла случайно. И просто вечером, когда жила в общежитии, ходила на тренировку, так и продолжила. Проводила интересное время? Да. Интересное время? Да. И не знала, что когда-нибудь станешь чемпионом? Нет, не знала. Даже и не планировала, потому что я была далека от спорта, когда училась в школе. Знала только, наверное, о футболе. Да. Первая победа, когда она Первая состоялась? победа на Где? чемпионате России. Первые выступления у меня тоже были соревнования, где я еле-еле как лук растягивала и думала, поставлю себе такую цель – выиграть чемпионат России, и на этом все, брошу стрелять. Когда выиграла, узнала, что есть также международные соревнования. И тут уже азарт появился. Да. Конечно, хочется идти дальше. Да. Какие у тебя были международные старты и какие результаты были на них? Вот в этом году и самые такие яркие, возможно, воспоминания из этого года. В этом году у меня был очень насыщенный год. Участвовала я на чемпионате мира, где я завоевала лицензию на Паралимпийские игры в Токио. Также были 3 этапа Кубка Европы, где тоже все 3 этапа я в этом году выиграла из международных еще. И чемпионаты России, и Кубки России. Вот ты говорила, что лук отличается по весу, я так понимаю. Для каждого соревнования свой или сейчас везде Нет. для всех одинаково? Это индивидуальность человека. Именно на спортсмена его настраивает. От веса зависит или как? Нет. Как подбирали? Не от веса, а от физических данных. То есть каких-то требований именно к луку нет. Должен быть, а вес уже Да. сам подбирается под. А вот насколько растягивается тогда тетива и сколько у тебя должно быть расстояние полета стрелы? Мы летом стреляем на 70 метров, 60, 50, 30, а в помещении зимой только на 18. А вот где проходят твои тренировки? В спорткомплексе Дахсун я тренируюсь. Также у нас занимается в ДЮСШ-4, в ДЮСШ-5, в училище Олимпийского резерва. А вот среди молодого поколения, среди детей, насколько есть интерес к данному виду? Дети в сентябре, каждый сентябрь проходит набор, очень интересуются, приходят. И также меня спрашивают постоянно, мне в соцсети пишут, где можно заняться. И я всех направляю, даю номера телефонов тренеров. А сама тренерством не занимаешься? Пока нет. Но планируешь? Желание есть? Есть, конечно, желание, да. Я хочу передать свой опыт молодому поколению. И для меня, мне самой интересно. Вот я не знаю, есть ли в стрельбе лука, вот я знаю, в некоторых видах спорта там измеряется скорость полета стрелы и сила попадания, скажем так, в яблочко. Есть такое в стрельбе из лука? Да, у всех тоже разное. От силы лука тоже зависит. Вот у тебя какая в среднем скорость полета? Я точно не могу сказать. Допустим, спокойно можешь попасть там в птицу, если при желании, да, сидящей на дереве. То есть на охоту ходишь с луком или нет? На Пробовала? охоту нет. Нет, и не пойду, наверное. Но никогда даже в голове не задумывалась? Нет. Если расстояние, узнать, сколько метров, можно поставить прицел и попасть. У нас все равно
лук такой, стрела шумно летит и улетит птица. Степанида, огромное тебе спасибо, что пришла к нам этим утром, проснулась рано. И, несмотря на такую рань, улыбаешься, светишься. Мы желаем тебе удачи на гранд-финале и дальнейших спортивных. Спасибо С вам. наступающим С Новым наступающим годом. всех. На этом мы с вами прощаемся. Эфир дальше продолжится. Но оставайтесь вместе с нами. С новым днем. И телеканалом НВК Саха. Всем хорошего настроения в эту среду. Пока-пока.